В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Волонтерское движение в России – это активная деятельность граждан, которые безвозмездно помогают в решении социальных задач в различных сферах. Движение значительно выросло, насчитывая миллионы участников разных возрастов и профессий, получает поддержку на государственном уровне. Наши гости в студии сегодня Ирина Федорова, предприниматель, меценат, член Координационного совета при главе Мирнинского района, волонтер. Ирина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Расскажите о работе волонтерского движения в Мирнинском районе, когда оно возникло и с какой целью? Волонтерское движение в Мирнинском районе возникло в октябре 2022 года, через месяц после того, как президентом Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация, и наши парни выехали в зону проведения СВО. Волонтерское движение началось с так называемых швейно-вязальных войск. Потом это переросло уже в «Золотые руки ангела», в «Мирные руки ангела» и в волонтерский штаб «Мы вместе мирный». Люди объединились для того, чтобы помочь нашим бойцам. Уже была осень, было холодно, начали вязать носки, начали плести сети, которые их оберегают с любовью, с молитвой, вплетая туда всю свою любовь к этим ребятам и к нашей родине, естественно. Волонтеры, не переставая, работают каждый день с утра до вечера, выходных и праздников у них не бывает. И каждую неделю тонна, иногда больше груза для ребят отправляется, помогает в отправке акционерная компания «Алроса», авиационное предприятие нашей алмазодобывающей промышленности. И в Москве перераспределяется уже по направлениям, по фронтам. И каждая посылка находит своего адресата. Это общие посылки, это адресные посылки от волонтеров, от семей. И все ребята очень рады и всегда благодарят. Вот вы как для волонтера, что для вас лично означает быть волонтером? Это значит, что я рядом со своим сыном. У меня сын участник специальной военной операции. Это значит, что все вместе победим, что тыл для фронта. Ребята там за нас, а мы здесь за них. Это очень важно. В каких направлениях, может быть, принимаете участие? Почему именно волонтером? В швейных цехах, да, вы сказали? Вы сказали, швейный цех есть. Это называлось швейно-вязальные войска, потому что сперва не знали, как назвать, и еще ни к какому движению не примкнули. А потом вот под свое крыло российское движение волонтерское «Золотые руки ангела» взяли наш штаб. Это вот самые первые были. Очень важно помогать ребятам. Вот надо объединяться, вставать плечом к плечу, как они там, так и мы здесь, потому что им без нас не справиться. Поэтому я считаю, что это дело каждого гражданина нашей страны. Как вот организуете поддержку участников СВО и их семей? Чем конкретно вот занимаетесь? Ну вот я уже сказала, посылки ребятам. Ребята отправляют, помимо того, что волонтеры собирают, шьют, вяжут, ребята отправляют им заявки. И волонтеры стараются вот именно то, что нужно нашим ребятам, вложить в эти посылки. Это и противодроновые одеяла, противодроновые пончо, и согревающие пояса для поясницы, потому что у всех болят спины. А мы конкретно... Вот я помогаю больше документально, поддержка какая-то психологическая, не только информирование, и информирование в том числе. Вот, например, у ребят возник какой-то вопрос, который нужно безотлагательно решить вот дома в Мирном. Конечно, мы тут сразу все подключаемся. В прошлом году, помимо того, что есть волонтерские движения, в нашем районе организовался штаб, отделение Комитета семей воинов Отечества. Это всероссийское движение. Юлия Белихова руководит им. В каждом регионе страны 89 отделений, 89 штабов существуют на данный момент. Все работают, все для фронта, все помощь семьям, помощь бойцам.
помощь родителям. И мы, как Комитет семей воинов Отечества, стараемся, чтобы у ребят не болела голова о том, как их семьи здесь живут. Чем можем, помогаем. Где-то документами, где-то организуем психологическую помощь, где-то организуем реабилитацию воинов, которые приходят в отпуск. И, чем можем, помогаем. В стороне не остаемся, и заняты мы, и на связи мы круглосуточно. Нас очень поддерживают все волонтерские штабы, и Комитет семей воинов Отечества очень поддерживают власти нашего города и руководство акционерной компании. Лично глава Мирнинского района Александр Валинурович Басыров, глава города Мирного Алексей Анатольевич Танких. Все включены, все поддерживают, все находятся на связи. И несколько раз в год власти нашего района выезжают в зону проведения специальной военной операции с гуманитарной миссией. Они везут нашим ребятам уже более дорогостоящее что-то. Это может быть генераторы, это радиостанции, квадрокоптеры. И ребята их с нетерпением ждут всегда. И всегда знают, что о них помнят и их поддерживают. Вот вы сказали про органы власти. Как у вас вообще выстроена работа поподробнее? Можете рассказать про волонтерство? У нас очень плотно волонтеры взаимодействуют с органами власти в городе. Никто не остается в стороне. Обязательно, если какой-то вопрос возник, обязательно обращаешься, и ты всегда получишь поддержку. Лично главы включены в это дело, потому что город маленький, и все друг друга знают. Знакомы лично были все еще до мобилизации. Даже если был кто-то незнаком, то уже теперь познакомились, потому что стараются к каждому бойцу заехать. Все ребята как-то более-менее знают друг друга, и бойцы тоже, и по телефону передают: наши едут, а наших якутов поддерживают всегда хорошо. Вот это по всей республике так. И мы с мужем дважды были в зоне проведения специальной военной операции. И все говорят: вы, якуты, молодцы. Действительно, мы своих не бросаем. Сплоченный народ. Очень сплоченный народ. Ирина Николаевна, расскажите, на ваш взгляд, как организовать патриотическое движение на современном этапе? И на чем акцентировать внимание больше всего? На воспитании нашего подрастающего поколения. Надо, чтобы они знали свою историю, знали правдивую историю своей страны. Знали, что они являются уже теперь правнуками. Мы внуки победителей, а те, кто помладше, наши дети, уже правнуки, праправнуки. И чтобы знали, что мы никогда не сдаемся, мы никогда своих не бросаем, мы всегда поддерживаем, и мы обязательно победим. Чтобы было больше в школах патриотических мероприятий, чтобы на это обращали внимание и даже в детских садах. У нас в Мирном есть такие мероприятия в детских садах, где ребятишки и День Победы чествуют, и 23 февраля, День защитника Отечества. Только сейчас уже ветеранов становится все меньше и меньше. Но теперь уже наши ребята, которые демобилизуются из зоны специальной военной операции, они уже приходят, и они уже ветераны. И ребята, которые прошли Чечню, Афган, они все тоже работают над тем, чтобы подрастающее наше молодое поколение знали, кто они, знали свои корни, свою историю, и чтобы в их крови уже тоже текла кровь победителей. Расскажите об участии в антифашистском форуме. Что уже для себя увидели, узнали, что, может быть, готовитесь, предстоит, что узнать? Третий антифашистский форум. Я принимаю участие в нем первый раз, и для меня это стало прям порталом в патриотическое общество. Все люди на одной волне, и такая энергия сплочения, когда никто не в стороне, когда все вместе. И удивило, что прям правда удивило. Сегодня на пленарном заседании для участников форума выступала рок-группа Восточного военного округа «Мы есть мы». И солистом этой группы, оказывается, есть
Герой России Радимир Максимов. А на ударной установке заместитель командующего группировкой «Восток» Глебов Роман Борисович, генерал-лейтенант. И когда после пленарки я подошла, мне прям нестерпимо хотелось поблагодарить. Ребята так скромно сказали: это же вклад в развитие будущего поколения, и на любимое дело даже на войне находится время. Спасибо им огромное, это прям для меня открытие, правда. Сегодня еще в 17 часов предстоит еще одно совещание. Уже Комитет семей воинов Отечества организует встречу с генерал-лейтенантом Глебовым. И мы поговорим уже о таких насущных вопросах, которые волнуют и волонтеров, и Комитет семей воинов Отечества. И надеемся, что получим исчерпывающие ответы. А это какие, например, вопросы? У нас очень много без вести пропавших ребят. Нас это интересует. Документальные там есть некоторые нюансы, которые хотелось бы выяснить, чтобы те вопросы, которые задают нам воины, решались быстрее. А почему возникло желание принять в форуме участие и как это проходило? Вы знаете, я уже не могу без этого жить. Это уже настолько глубоко во мне сидит, быть в гуще событий, чтобы знать, что происходит, чтобы знать, к кому обратиться в случае необходимости. Это такое комьюнити, которое тебя не оставит в стороне. Если тебе потребуется помощь, то уже тут ты ищешь уже среди своих, потому что ты там свой среди своих. Все приветливые, все друг другу желают только добра. Сегодня воинов встречал зал стоя. Это, конечно, дорогого стоит. Сегодня было награждение, и все ребята почувствовали, что народ Саха за них прям стеной, горой. Как они за нас там, так мы за них здесь. Поэтому это очень большая часть меня, моей жизни. Как я уже сказала, мой сын там, и я не могу оставаться в стороне. У нас вся семья так. И на такой хорошей ноте завершим. Спасибо, Ирина Николаевна, что сегодня к нам пришли, рассказали свой путь волонтера. Это действительно интересно. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.